У всех мужчин, якутов, 80% был один предок. Якутская ветвь сформировалась раньше, чем линия Чингисхана, на 300 лет. Безумно интересно, это безумно интересно, Николай. Тыгын-Дархан был реальной исторической личностью, но к моменту прихода русских землепроходцев он уже скончался. Археология – это игра в долгую, и даже твоей человеческой жизни не хватит. Нас ждут впереди великие открытия. Творческие люди. Якутяне о культуре. Всем салют, меня зовут Максим, и это подкаст «Творческие люди». Мы говорим здесь на интересные темы и приглашаем интересных людей со всей Якутии. Нас интересует искусство, культура и история, конечно. И если мы говорим об истории, то нельзя обойти такую важную сферу, как археология. Сегодня у нас в гостях археолог, кандидат исторических наук, директор ООО «Якут-археология», аттестованный эксперт Министерства культуры Российской Федерации по проведению историко-культурной экспертизы Николай Кирьянов. Николай, добрый день. Здравствуйте. Скажите, как археолог, вообще я библиотекарь, писатель. Для меня археология всегда была чем-то интересным, но, к сожалению, далеким. Меня всегда волновал вопрос, как сегодня археология живет. В одном из интервью, по-моему, если я не ошибаюсь, за прошлый год, позапрошлый в интернете, вы писали, что все только начинается в археологии. Можете пояснить эту загадочную фразу? Вот вы сказали, что археология от вас далека. На самом деле археология намного ближе, чем вы думаете. Достаточно сказать, что мы находимся в историческом здании Национальной библиотеки. Это историческое здание, а по закону все, что старше 100 лет, является объектом археологии. Так что по большому счету мы находимся... Это ваше здание, я понял. Да, в археологическом помещении. Также еще могу сказать, что у нас в городе проводятся археологические раскопки, и не только в городе, и в других населенных пунктах Якутии, то есть к археологии можно приблизиться уже сейчас. Допустим, на Каландрашвили проводятся раскопки у нас, можно сходить, посмотреть и увидеть это все. А если отвечать на ваш вопрос, да, действительно, археология как наука, она сформировалась около 200 лет назад. Родиной этой науки является Франция, как историческая дисциплина. Почему я сказал о том, что открытие еще только впереди? Потому что все эти 200 лет археология только-только накапливает свои основные знания. По большому счету, так можно сравнить с эпохой великих географических открытий, когда великие мореплаватели ездили по океанам и морям, искали новые земли, они рисовали карты и только штрихи наносили, где-то берег, где-то контур. По большому счету археология сегодня, мы тоже только видим какие-то контуры этих археологических материков. Только мы просто какое-то понимание, осознание, у нас появляется примерно, что люди жили, где, когда. Потому что, повторюсь, археология как наука существует 200 лет, а человеческая история составляет около 3 миллионов лет. Невозможно за 200 лет раскопать все и узнать все, что произошло за 3 миллиона лет, и поэтому нас ждут впереди великие открытия. Еще и потому, что сегодня есть множественные методы исследования, которые позволяют, что называется, идти вглубь. До этого, условно скажем, археологи шли вширь, то есть изучали территорию, находили какие-то памятники. Только, пожалуй, сейчас мы можем сказать, что на всем земном шаре, хотя нет, оговорюсь, что не вся планета Земля еще охвачена археологическими исследованиями. Еще есть белые пятна. И даже в нашей Якутии, несмотря на то, что она изучена достаточно хорошо и изучается с 1888 года, тем не менее, есть места и участки, которые еще мало исследованы. Труднодоступные, потому что они далеко находятся? И в том числе и поэтому, но и еще и потому, что в силу разных причин почему-то эта территория не стала предметом специального изучения. Мало исследователей, где-то нет денег, где-то труднодоступно, где-то специалисты считают, что это можно потом этим заняться.
То есть те, кто сегодня говорит голословно, что археология себя изжила, что археология уже не актуальна, они ошибаются, потому что не смотрят в корень проблемы, я так понимаю. Ну, они не заблуждаются, они просто не знают. И достаточно посмотреть даже статистику археологических исследований, которая с 2000-х годов в России выросла в разы просто. Вот, это нужно популяризировать, да, это нужно рассказывать, потому что, мне кажется, средний обыватель сегодня посмотрит наш подкаст и скажет, что? Что-то в археологии происходит, что ли? Очень много происходит. Я должен сказать, вот это такой геометрический рост археологических исследований связан в том числе с законодательством. Наше правительство, наш президент и региональные органы власти в последнее время приняли очень много важных законов. Ну, наверное, скажу, вот есть федеральный закон об объектах культурного наследия 2002 года, есть постановление правительства об историко-культурной экспертизе, есть региональные акты, которые позволяют археологам законодательно проводить гораздо больше масштаб археологических исследований, чем это было, например, в советское время. Почему? Потому что страна очень активно развивается, большое количество стройки, большое количество дорог, там, ну мы это сами все видим. А по действующему законодательству, прежде чем проводить какие-то строительные работы, необходимо провести археологические исследования. Поэтому археологи всегда идут впереди всех строителей, всех землеустроителей, для того, чтобы понять, вот на том... вдруг там что-то есть? Вы Да. дом построите и закроете доступ к людям к Да, этому. и практика показывает, что действительно очень ценные находки. Еще раз вот вернусь к раскопкам на Каландрашвили. Давайте. Там работает археологическая экспедиция наших сургутских коллег из города Сургута, Северная археология. Там по адресу Каландрашвили 64 раньше проходила стена острога. Там же рядом находилась воеводская канцелярия, там же рядом располагается Свято-Троицкий кафедральный собор, который сейчас на реставрации. И в прошлом году там нашли берестяные грамоты, единственные в Сибири и на Дальнем Востоке 17 века. Понял. Всем кажется, что археология – это дело государственное. Так. Этим занимаются научные институты, университеты, это какие-то вот ученые люди, которые вот такие все умные. Но в России существует свыше 1000 коммерческих предприятий, занимающихся археологическими исследованиями. И я в данном случае представитель, тоже я предприниматель в сфере археологии. Но предпринимательство, оно заключается в том, что мы оказываем археологические услуги различным вот строительным, туристическим фирмам вот по изучению территории на предмет вот каких-то ценных исторических объектов. И вот прямо сейчас над чем вы работаете как археолог? Ну, у меня две ипостаси. Я ученый, археолог и одновременно являюсь экспертом. Вот по проведению историко-культурной экспертизы это в большей степени юридическая работа. Это акты, справки, документы. И вот в последнее время, ближайшие года два, я как-то вот, ну, жизнь так моя складывается, что я больше занимаюсь экспертизой. Но как археолог в настоящее время я занимаюсь вопросами каменного века Якутии. В основном это верхний палеолит, то есть это время охотников на мамонтов. Вот у нас на Вилюе есть замечательный памятник Мунхарема, который датируется несколькими десятками тысяч лет. Буквально вот недавно мы закончили работу с палеонтологами над палеонтологической коллекцией. Сейчас будем вести работу по изучению каменной коллекции. Там очень много каменных ножей. Прямо запредельно, не на В одном месте? В одном месте концентрировано свыше 200. Да, это стоянка по, в общем-то, разделке крупных туш мамонтов, носорогов, бизонов. Человеческих костей там пока нет, но, собственно, их там и не должно быть, потому что это стойбище. Они жили, вероятно, где-то дальше, но мы пока изучаем материальный комплекс. Эту стоянку нашли еще в 2000 году наши выдающиеся археологи Светлана Федосеева и Юрий Мочанов. Я там работал на этом памятнике, много находок мы там сделали, я сейчас возвращаюсь к этому изучению и более пристально занимаюсь именно вопросами каменного века, то есть это ледниковый период. А ее как-то случайно нашли или
тенденциозно поняли, что вот здесь этот разделочный цех? Конечно, в нашей профессии всегда присутствует элемент случайности. Но на практике археологи начинают сначала с изучения документации, литературы, источников, то есть собирают какую-то информацию. Потом мы выезжаем на место и проводим разведку, то есть вот просто руками, ногами ходим, смотрим, что где попадется. Но дело в том, что до этого, вот есть такой археолог Николай Черосов, в 1989 году он там нашел тоже стоянку, но она немножко подальше. И в 2000 году экспедиция приехала снова вот по этим же местам, снова проводили разведку, и вот мы нашли несколько каменных артефактов, которые, как оказалось, были вынесены с берега. Ну вот берег обрушается, и оттуда вот все это потихоньку вываливается. Мы провели разведку вдоль берега, обнаружили максимальную концентрацию этих находок и решили, что вываливается вот с этого берега. Значит, копать надо здесь. Начали раскопки и действительно обнаружили ну просто запредельное количество этих каменных радость артефактов. была у археологов. Да, это потому что вот эти каменные ножи, по-научному они называются бифасы, то есть двухсторонние обработанные орудия. Каменные. Каменные. Это вершина обработки камня, когда камень обработан со всех сторон, больше ничего нет. То есть совершенная форма, как сейчас, наверное, телефон. Вот поэтому... А почему их было там много? Они их, вот я в голове представляю, да, они разделали тушу и бросили нож или сломался нож? Ну, во-первых, стоянка, человек ее заселял несколько десятков тысяч лет. То есть, ну представьте, даже если условно только 1 год один человек оставит хотя бы одно орудие, это уже накопится множество. Люди приходили, уходили, кто-то забывали, кто-то терял, кто-то ломал там. Но, видимо, место было очень выгодное, поэтому... И много лет, видимо, они им пользовались, раз ножи там как-то... Да, то есть... А, собственно, и сейчас вот у нас город Якутск, мы живем в городе Якутск, а ведь до нас тут тоже жили люди. Еще 10 тысяч лет назад здесь жили люди. Так что И их следы сохранились. Их следы сохранились, поэтому люди всегда выбирают, как правило, одни и те же места для проживания. Вот вспомните себя, вот хотите вы куда-то на природу поехать на пикничок, по телефону смотрите, хорошее место, приехали, а там уже занято. Еще раз приехали, и там тоже занято. Приехали на другое место, место хорошее, но все замусорено. Уже люди здесь были. Вот, одни и те же ориентиры для выбора места остались. Сложно ли популяризировать археологию, сложно ли рассказывать о ней вот как-то в массы? Я знаю, что у вас вышла замечательная книжка «История об истории Якутии». Она прям просится, чтобы ее взяли в руки. Можете немножко о ней рассказать? Популяризация археологии, вообще в целом древней истории, это одна из задач, которая вообще стоит перед всеми исследователями. Насколько это сложно или не сложно, это, наверное, вопрос такой индивидуальный, у кого-то получается, у кого-то не получается. Я популяризацией занимаюсь, ну, наверное, с самого первого дня, как я вообще стал археологом. Мне всегда было интересно об этом рассказать, показать. Ну, вот есть у меня такой небольшой талант как-то уметь научные факты переложить в более... Сегодня надо ученым иметь этот талант, мне кажется. Да. Поэтому там, несколько лет 10 назад я был активным пользователем интернета, у меня был ник «Фантазер», под которым я выкладывал свои научно-популярные посты. Эта книга не первая, она у меня 3-я, именно научно-популярного формата, а посвящена она наиболее таким ярким событиям в нашей Якутии. Тут всего 10 очерков. Они были написаны благодаря бортовому журналу авиакомпании «Якутия». Неожиданно. Да, меня, вот когда самолетом летите, авиакомпания, там есть журнал. Все читают его. И меня авиакомпания «Якутия», бортовой журнал, пригласили, чтобы я писал небольшие очерки такие исторические. Сами на вас? Сами, да. Отлично. Потому что у меня уже была история, я там в интернете что-то писал и прочее. По-моему, даже, если не ошибаюсь, на YouTube подкасты у вас были. Да, тоже было такое. И вот я писал очерки, их накопилось 10 штук, я их решил объединить в книжку. И оказалось, что это такой интересный формат и для школьников, и для их родителей, и в особенности, конечно, для гостей, которые приезжают сюда. Вот буквально 1,5 недели назад я проводил экскурсию для гостей из Архангельска.
И там семья, и вот две девочки, они вот только приехали, первый раз, не только с аэропорта сошли, ничего не знают об Якутии. Я вот им подарил на память эту книгу, чтобы они как больше узнали. Чем отличается эта книга научно-популярная от, скажем, всех остальных? Ну, во-первых, я постарался изложить, ну, самые свежие актуальные данные. То есть это не перепечатка или переописание каких-то фактов, уже известных там еще с давних времен. Это все-таки более-менее свежая актуальная литература. И в конце этой книги я привожу список научных работ. То есть если люди хотят, ну, более глубоко погрузиться, они могут это прочитать и убедиться, что все, что я излагаю на этой книге, имеет научное подтверждение. Я являюсь еще аттестованным экскурсоводом, провожу экскурсии. Меня периодически приглашают, и я рассказываю. И вот скоро собираюсь проводить экскурсии по городу, рассказать об истории нашего города. Я бы сходил с удовольствием. Об истории нашего города, потому что много интересных вот именно моментов, таких мелких фактов. Вот казалось, ты по проспекту Ленина ходишь каждый день, уже казалось, все знаешь. А ведь на самом деле это же, если говорить вот еще раз говорить, вот археология рядом, не рядом, ведь вот эта главная магистраль города существовала и в XIX веке, и в XVIII веке. Это самое, что ни на есть, историческая часть города. Конечно, проспект сильно обновился за последние там, 50-60 лет, но есть фотографии, которые показывают, как выглядела эта улица 100 лет назад, 150 лет назад. Есть описание путешественников, которые посещали наш город. И вот интересный момент, просто вот что сегодня является главной доминантой сегодня каждого города? Самые высокие здания, это какие, как вы думаете? В каждом городе? Ну, практически в любом, ну, крупном, именно таком. Так, ну это не жилые здания, мы говорим, да? Не о жилых зданиях. Ну, наверное. Самые высокие. Я почему-то сначала представил шпиль НВК, но это, наверное, не то. Так, какие-нибудь... Ну, сегодня самое главное место посещения каждого человека сегодня. Ну, давайте подскажу, это торговые центры. Ну да. Торговый центр, где есть кафе, где есть магазин, где есть детская игровая, это сегодня главные доминанты практически каждого города. Они очень большие, очень высокие. Особенно в крупных городах, особенно наверное, в крупных да, городах, бесконечные и у ТРК. нас это тоже не исключение. В XIX веке главной доминантой, опять же, каждого города являлись церковные учреждения, церкви и соборы. Соответственно, город выстраивался как, чтобы с каждого места была видна церковь. И слышна. И слышна, да. То есть другое восприятие города. Конечно. И вот об этом можно рассказать Интересно. и показать интересные, любопытные факты, что, например, располагалось на месте современной площади Республики, ее сейчас называют. Вот что там раньше было и вообще как она образовалась. Она же является сегодня центром города. А ведь на самом деле это когда-то была окраина города. Да? Да, это окраина города. А центр находился? А центр находился, где сейчас располагается площадь Дружбы народов. Там, где располагается Свято-Троицкий кафедральный собор, Залог, это и есть историческое ядро города, которое сегодня стало на окраине. И вот об этом можно рассказывать, об этом можно показывать. Все эти факты, как правило, есть, их можно найти и в интернете, но, конечно, в интернете много и непроверенной информации. Да. Мы, как археологи, очень часто встречаемся с тем, что когда мы выезжаем на место раскопок, нам рассказывают очень много легенд, что здесь было. Драконы жили. Ну, драконов не было, но вот там, что баатуры были в Куяхах, значит, тут битвы были, Копайте, ищите. похоронены здесь были. И вот на моей практике ни разу это не подтвердилось. К сожалению. К сожалению. Но должен отметить такой факт, что в якутских легендах и мифах, и это действительно есть факты, что все-таки большая часть вот, таких знаковых якутских легенд и мифов, все-таки в них сокрыто историческое зерно. Очень хорошо.
Потому что это же была передача устной информации, не было возможности записи, и, конечно, при том, что были Алан Хасуты, которые и сказочники, которые рассказывали какие-то байки и истории, все-таки в каждой этой истории сохранялось какое-то историческое зерно. Это, например, доказал известный историк Гаврил Васильевич Ксенофонтов, да, который в свое время записал легенду где-то на севере о вражде двух родов, которые между собой враждовали, кто-то кому-то отрубил голову, у этой головы появились крылья, она куда-то улетела. Каково же его было удивление, когда в архиве в Москве он обнаружил прямо исторические документы, которые рассказывали историю от противостояния этих двух родов, и что вся вот эта канва этой легенды имеет историческую подоснову. Поэтому, вот, допустим, моя книга, она начинается с истории об Элее и Амагое. Казалось бы, это легендарные личности, но в них сокрыта историческая правда о том, что в сложении якутского этноса участвовали две народности – тюркской и местной тунгусской. Потом еще вот Улу-Хароу пришел, третий прародитель и так далее. То есть это не просто легенды. За каждой легендой кроется какое-то историческое зерно, то есть откровенных заблуждений нет. Это вот, наверное, в современное время, когда информации стало очень много, она прям со всех щелей в нас льется, мы доверяем кому-то, кто нам пересылает какой-то пост, не проверяем. И я думаю, что это явление скорее вот современного информационного общества, когда много информации не проверены. А в те времена за каждое слово отвечали. И это гарантировало то, что несмотря на всю там легендарность, несмотря на всю там мифичность, все-таки какое-то историческое зерно было. Ну, тот же самый известный археолог Генрих Шлиман раскопал Трою, основываясь на легенде Гомера, о Трое и так далее. По его описаниям. Да, конечно, он там же все раскопал, он как слон в посудной лавке все прокопал. И ту историческую Трою, которую он искал, он даже ее и не заметил, он ее просто нашел там золото прямо и так далее. Но тем не менее это подтверждает, что к историческим легендам, к историческим мифам надо относиться внимательно. Отлично. Как сегодня развивается археология, мы видим оптимистичными, да, какими-то шагами она движется в будущее. А помогает ли ей в этом современная технология, например, искусственный интеллект? Чем отличается современная археология от археологии, например, тех же там советского времени? Сегодня это наука с большими данными. Каждый день выходят тысячи научных статей. Каждый день. Каждый год проводятся археологические раскопки, находится все больше и больше предметов, артефактов и так далее. База растет. И если еще условно лет 30-40 назад один человек мог охватить круг информации, который поступал, даже вот непосредственно в его теме исследования, сегодня это невозможно. Самому все читать, самому все листать, самому все описывать. То есть сегодня археология – это наука с большими данными. Как нам помогает в этом искусственный интеллект? К сожалению, пока не помогает в практике. Но мы движемся в эту сторону, и в центральных регионах эта работа потихоньку начинается. Ну и потом археология – это же как это, мы же эти консерваторы, мы же наоборот да, то есть... С копиями против искусственного интеллекта. Скажем так, современные законы и методы еще пока не адаптированы под эти условия, но эта работа идет, и я думаю, что в ближайшие 10 лет это все будет уже в норме вещей. Но сегодня археологи используют искусственный интеллект, например, есть 3D-сканирование каменных артефактов. То есть берется, если раньше каждое каменное орудие надо было описать, зарисовать, сфотографировать, сейчас ты его загоняешь в 3D-сканер, он тебе сканирует, высчитывает все углы, фотофиксация проводится, сразу в базу данных это выносится, чудесно. Сразу считается, какие есть предметы похожие, какие не похожие. Пока эта работа еще только начинается, она еще есть не везде. Но она значительно ускорила некоторые процессы. Она значительно ускоряет. Потом описание археологических предметов. То есть понятно, что каждая находка индивидуальна, но все-таки, если мы говорим об археологии, мы имеем дело все-таки с массовым материалом, где
какие-то общебытовые вещи и предметы, она тоже загоняется в опись, и уже по имеющимся шаблону искусственный интеллект высчитывает размеры, данные, сопоставляет и так далее. Искусственный интеллект применяется сегодня уже при обработке научной информации. Ну, вот, допустим, вместо того, чтобы искать различные статьи, ты просто вгоняешь в тот же поисковик или Алису, это же тоже искусственный интеллект, и он тебе выкладывает, какие современные свежие публикации есть на сегодняшний день по твоей теме. Пока эта работа еще в стадии. Второй момент, о котором я не сказал, это применение беспилотников. Так. Они сегодня покоряют мир, как мы это видим, в том числе они покоряют археологию, что сегодня можно проводить разведку на далекие расстояния с использованием беспилотных летательных аппаратов. Это уже лет 10 как применяется, но пока это еще не становится такой повседневной практикой. Все-таки археологу нужно дойти ногами, увидеть собственными глазами, но беспилотники позволяют нам хотя бы сузить круг наших поисков, то есть уже идти в те места, где более-менее что-то подходящее. И вот у меня, к сожалению, не получилось. В этом году я планировал проведение такой беспилотной летательной разведки в в Усть-Майском районе. А что там, какая-то интересная есть Да, площадка? там есть знаменитая Дюктайская пещера на Алдане, по имени которой названа целая дюктайская наша культура археологическая. И там от этой пещеры идет ручей, он идет через буреломы, то есть там даже местные не знают, Человеку сложно пройти, можно да. там дойти, и небезопасно, там медведи ходят. Поэтому проще было бы загнать беспилотник, чтобы он пролетел, посмотрел Поснимал. какие-то точки, и мы бы тогда уже проверенно бы шли. Потом третий момент – это, конечно, генетика. Так. Сегодня генетика делает чудеса, но она тоже, как наука, находится еще в стадии накопления материала. Но генетика нам позволяет уже, если раньше мы к каким-то захоронениям, погребениям относились как к безымянным людям, то сегодня на каких-то примерах мы можем уже проследить, что те или иные являются родственники, что они оставили потомство где-то в современной части якутского общества и так далее, и так далее. Например, сегодня генетики наши с Северо-Восточного федерального университета, Сардана Аркадьевна Федорова, доказала, что 80% всех якутов-мужчин принадлежат какой-то небольшой популяции, которая переселилась с Южной Сибири на Центральную Лену. То есть у всех мужчин, якутов, 80% был один предок, условно. Тот самый Элей, о котором мы и говорим. Ух ты. Гипотетический Элей. Откуда-то с юга. Откуда-то с юга. То есть есть генетические данные. В моей работе, когда мы проводили раскопки якутских захоронений, мы с помощью генетики устанавливали степень их родства. И оказалось, что отец похоронен в одном наследии, его повзрослевшие дочь и сын в другом наследии. Это я сейчас говорю про Верхоянский район. Причем дочь уже приняла христианство и была похоронена по христианскому обряду, а ее старший брат, который умер на 25 лет раньше, был похоронен еще по старинному якутскому обряду. И если мы бы не знали генетики, мы бы решили, что это абсолютно разные люди, что это захоронение раньше, потому что там более старинные вещи, украшения, а это позже. А генетика нам позволила доказать, что эти люди являются родственниками, жили примерно в одно время, 25, 30, 40 лет. И сегодня каждый человек уже сегодня может, уже проводятся такие генетические тесты, да, но, конечно, в большинстве случаев это, не настоящая генетика, а пиар. То есть вы хотите заказать генетический тест, высылаете свою фотографию, смотрят по вашей фотографии,
Ну, если ты азиат, ты азиат. Ну, но Только по фотографии? Ну, не только. Потом смотрят место твоего рождения, как тебя зовут, и все строится в большей степени на каких-то общих А представлениях. я думаю, там слюну, кровь изучают. Вот то, что, ну, во-первых, забор генетического материала, это регулируется законодательством. Вообще, я бы никому бы не советовал свою слюну и свою кровь вот так раздавать направо-налево. Но серьезные генетические тесты, которые сегодня проводятся, они, конечно, на сегодняшний день позволяют установить, ну, принадлежность пока к расе, к нации, то есть это такое в общем плане. Но наступит момент, когда генетика дойдет до того момента, когда мы сможем проследить свою родословную вплоть до Какого-то каких-то предка, конкретных людей, вот до какого-то захоронения. Археологи где-то там раскопали 100 лет назад, оказалось, что это ваш предок. Чингисхан. Нет, те же самые генетики, и вот опять же в книге я об этом сказал, нет, якутская ветвь сформировалась раньше, чем линия Чингисхана, Вот на 300 лет. Так что никаких вопросов о родстве с Чингисханом, фактов Вот хотел нет. спросить, как человеку, к сожалению, далекого от археологии, но мне интересно было, там мои студенты тоже спрашивали, а я не знаю, как правильно ответить. Все-таки развенчайте миф, мы как-то были связаны с Золотой Ордой или все-таки нет? Нет. Нет. Якуты не были связаны. Не с какой-то, не с одной Ордой, там же какая-то еще была, кроме... Ну, по современным данным, которые нам известны, предки якутов в Курыкане как раз ушли на Среднюю Лену. Кто еще раз? Курыкане. Ага. Курыкане. Считается, что это предки якутов, бурятов. Вот. Они жили вот в Прибайкалье, в Приангарье. Когда наступило возвышение монголов, когда монголы просто пронеслись и захватили. До сегодняшнего дня Монгольская империя – это же самая большая империя в мире. Часть Курыкан, предки якутов, ушли сюда, на Среднюю Лену, и не пересекались вот с теми воинственными монголами, которые нам известны по книгам, фильмам и так далее. Поэтому прямых контактов, которые мы можем зафиксировать в археологических подтвержденных мы пока не можем. Ну, может, какие-то есть единичные, о которых я не знаю, но вот в такой научной литературе об этом не сказано. Но другой вопрос, что те же самые курыкане, скажем так, те же самые сегодня хангаласцы, да, которые живут вот в Хангаласском районе, они как раз являются потомками так называемых канглов. А канглы входили в состав кыпчаков, а кыпчаки это были кочевники, которые до монголов завоевали всю степь. Она так и называлась Кыпчакская степь. В Древней Руси их называли половцами. Там были это были половцы, а здесь их называли кыпчаками. И вот часть кыпчаков под названием канглы уже позже других якутских родов, которые изначально осели в Заречье. Собственно, почему хангаласы живут именно вот в долине Иркени, в долине Туймади, потому что та территория была уже заселена и освоена. И почему именно они были наиболее воинственные, потому что они пришли, ну, я так понимаю, позже всех остальных якутских родов, им нужно было завоевывать свое место под солнцем, поэтому вот к приходу русских землепроходцев они отличались, ну, более таким воинственным характером. Отсюда эта легенда про Тыгын-Дархана, как самого выдающегося якутского тайона. Вот. Но историки считают, что все-таки Тыгын-Дархан был реальной исторической личностью, но к моменту прихода русских землепроходцев он уже скончался. И все, что мы сегодня о нем знаем, это уже больше такая легенда, миф. Безумно интересно, это безумно интересно, Николай. А вот вы сказали, что 80% от одного предка, так? Ну, ограниченной какой-то, да, популяции. А 20 откуда взялись? Это пришлые. Да. Это вообще безумно интересно. Я послушал, даже подумал, почему я не стал археологом. А вот, наверное, вам вот вопрос задавали, и сами вы на него себе отвечали, да? Вот у меня, например, есть любимые писатели, там, братья Стругацкие. Я бы хотел с ними поговорить. На многие темы, к сожалению, это уже невозможно. У вас, наверное, есть какое-то любимое археологическое открытие и раскопки, в которых вы бы хотели, ну, уже там невозможно, или там какой-то прошлый век, не успели поучаствовать. Есть какие-то такие раскопки, которые, может быть, вы бы сегодня, используя даже новые технологии, которые вы упомянули, вот вы бы хотели в них поучаствовать?
Ну, я, собственно, этим и занимаюсь сегодня. Ну, давайте так разграничим. Есть же, вы говорите о памятниках, которые уже известны и открыты. Да. Ну вот, может А быть, легендарные А какие-нибудь. есть, Тутанхамон. есть памятники, которые еще неизвестны. А каждый археолог хочет открыть как раз Так, неизвестные. давайте. Да, но если говорить о... собственно, я иду по следам своих предшественников. Мгм. То есть, конечно, мы проводим разведки, и я находил там древние стоянки и артефакты, но для того, чтобы продолжать вот эту научную, профессиональную научную работу, я, конечно, иду по следам своих предшественников и продолжаю изучение тех объектов, которые они уже начали, потому что археологический памятник невозможно изучить за один день, за один год, а иногда даже и за десятилетия. Вот, например, знаменитый могильник Истех-Беран в Хангаласском районе, где был похоронены потомки Тыгына, изучается в 1933 году исполнится 100 лет. 100 лет археологи копают этот могильник и до сих пор проводят Он там... такой большой или он сложный просто? Он и большой, он и сложный, и там были периоды, как скажем так, никто его не изучал и даже забыли. Его начал изучать, Гаврил Васильевич Ксенофонтов, наш известный историк, и спустя уже почти 100 лет его продолжает изучать экспедиция Института гуманитарных исследований, и новые открытия там, имеются. То есть археология – это игра в долгую, и даже твоей человеческой жизни не хватит, чтобы от начала до конца что-то завершить. Ну, например, я прикоснулся к изучению самого древнего памятника Якутии Дерин-Кюрях, у нас есть такой. Вот помните, это прародина человечества, северная прародина, которую Юрий Алексеевич Мочанов, не проповедовал, не пропагандировал, Популяризировал. излагал. А напомните, где она находится? Тоже в Хангаласском районе, это не доезжая Ленских столбов. Это самая древняя стоянка, которую Мочанов датировал несколько миллионами лет назад. А мы миллионами лет назад, и от этого много было дискуссий, вообще, как это возможно в Якутии в холодный миллионы лет назад. Тут там говорят, что климат другой был. Климат-то, кстати, в Якутии, климат-то как раз был такой же. Да? Даже еще пожестче. Я слышал, что было значительно теплее. Но это было еще, когда еще динозавры здесь ходили, это было в те времена. А человеческая история, известная нам, в принципе, именно в Якутии климат был тот же, потому что нас защищают мощные хребты. У нас не было покровного оледенения, как это было в европейской части. Поэтому у нас, допустим, много растений сохранилось с той ледниковой. Эндемики какие-то. Эндемики, И мы последние 5 лет с коллегами из Дании, с коллегами из Московского госуниверситета, из Новосибирска проводили изучение этого памятника, пришли к выводу, что возраст его составляет не несколько миллионов лет назад, а несколько сотен тысяч, что тоже, в общем-то, немало. Достаточно. То есть все равно вопросы остаются, как люди адаптировались к жестким экстремальным условиям, пока нет ответа. Но к изучению этого самого древнего памятника я прикоснулся. Волнительно было? Нет, у меня нет такого, что прикосновение. Это же работа моя, я же все время с этим сталкиваюсь, поэтому я бы хотел конечно, открыть что-то новое. Да, в этом-то и есть вообще самое главное наслаждение археолога – это радость открытия, найти ту вещь, которую никто для тебя не видел. Если, скажем, писатель, поэт, он создает, то есть радость создания, творчества, что получилось что-то хорошее, то археолога – это радость открытия, что после долгих поисков, хотя бывают поиски совсем недолгие, можно раз и найти. То есть удача все-таки играет роль. Присутствует это, но, скажем так, удача любит подготовленных. Да. Удача любит подготовленных, и прежде чем идти в какие-то места, мы, конечно, анализируем информацию, идем уже с какой-то долей вероятности, чтобы мы могли что-то там обнаружить. А так просто палец и куда ветер подует, нет. Отлично. Нет. Мы сегодня с вами находимся в библиотеке, которая, как вы интересно отметили, не только моя, но и ваша получается. Это здание, которому в этом году библиотеке отмечается 100 лет, а зданию больше. Этому зданию больше. Да. Мы недавно тоже про него разговаривали. Раз уж мы находимся здесь, поведайте нашим зрителям, есть ли у вас любимая книга, может быть, любимый автор?
Да, есть, но это не археолог. Когда у меня тоже был в детстве, в юношестве выбор между археологией и вот литературой. Я Так. хотел быть журналистом. Я хотел быть журналистом в 11 классе. Надо же. Наверное, очень большую роль и в свое время играет, что называется, личность в твоей биографии. Да. Вот так получилось, что в моей судьбе был человек, археолог, который, собственно, и ввел в меня. То есть я до этого хотел заниматься чем-то древним, но я не знал, как это называется, вообще, что это. На мое счастье появился у меня такой человек, который вот меня вот проводил, и я убедился в том, что в этой профессии можно заниматься и литературой, там, и творчеством, то есть это абсолютно не отменяет. Но возвращаясь к своему детству, скажу, что был такой замечательный автор в советское время с очень такой простым именем и фамилией Сергей Алексеев. Так. У нас их много таких Алексеевых, Сергеев. Он писал рассказы из русской истории вот в таком в популярном виде. Это художественная литература была или около художественной? Это вот художественное, но то есть он излагал исторические факты очень простым языком. Вот эта книжка до сих пор у меня есть, и, наверное, вот это мое желание писать такие книги, это вот как раз возвращение именно к Сергею Алексееву, к тому, Корень вашего большого дерева тогда начал. Он там. А если говорить именно об археологии, то, конечно, сейчас много делается книг про археологию, там что-то получается, что-то не получается. Но я бы, наверное, порекомендовал, и был такой замечательный археолог Георгий Федоров-Давыдов, который занимался раскопками вообще европейской части, он написал такую книгу, которая называется «Дневная поверхность». И он рассказывал о том, как он встречался с выдающимися историками того времени, как они его учили, вот, как он познавал прелести этой археологической жизни. Но, конечно, сейчас археология далеко ушла, и те факты, скажем, в той книге излагаются, уже это там не актуально. Сейчас экспедиции совершенно другие. Сейчас экспедиции стали очень комфортными. Уже не нужно куда-то с киркой и бородой идти днями, ночами под еще холодом. остались такие места, но вот сейчас наши коллеги работают на противоположном берегу реки Лена в селе Хаптагай, проводят раскопки. Вот посмотрите, в каких условиях они работают. То есть с волками за банку тушенки драться уже? Нет, там, вот я вот всегда вспоминаю свои работы на Верхней Амге в 2019 году. У нас там просто лайтовые условия, у нас там и купалка, и рыбалка, и охота, и еда, и интернет, и баня. Вот, поэтому сегодня экспедиция, то есть сегодня, наверное, в археологии идет такой немножко переход от какой-то именно такой физической работы, вот копать, вот это в лопаты, в грязи, что-то там ковыряешь, там, в большую такую какую-то в аналитическую работу. Я вот всегда люблю повторять вот ребятам, я езжу по школам в Якутии и вот встречаюсь с ребятами, рассказываю об этой профессии. И тоже влияете на них, так Да. же, как на вас повлиял в свое время тот человек. Да, и я говорю, профессия замечательная. Летом на свежем воздухе, копаешь, Хорошая физическая компания зарядка, людей, да. люди. Обычно еще, когда раскопки проводятся, еще там обычно игры бывают, потому что вот, устаешь же все время конечно. лопат. И там кто-то какие-то истории рассказывает. Да, Я говорю, а потом, зимой, перед ноутбуком, с чашечкой кофе, уже чистенький, красивый, анализируешь, ездишь на конференции, там, разговариваешь с умными людьми. То есть Чудеса. наука, которая позволяет сочетать вот много вещей. Но сегодня, повторюсь, все-таки в нашей профессии становится больше аналитического. Надо все-таки больше работать уже головой. А можете еще раз назвать книгу и автора, чтобы наши зрители, которые вы советуете, вот вы упомянули, Алексеев? Сергей Алексеев «Рассказы из русской истории». В советское время очень много издавалось. Сегодня ее можно найти? Да, Или только... ее можно найти, это не проблема. То есть в библиотеках она есть, и в интернете они И есть. повлияла на вас, как Он на был археолога. довольно известный автор. Я, к сожалению, не слышал. Да, вот. Потом Георгий Федоров-Давыдов, археолог, «Дневная поверхность». Так.
Ну, из наших вот авторов якутских есть такой замечательный писатель Владимир Пестерев, который писал как раз тоже научно-популярно об истории Якутии, о разных ее этапах. Вот у него, по-моему, лет 5, 6, 7 назад какая-то вышла книжка такая зеленая, такая красивенькая, где он тоже научно-популярно излагал известные факты. Он еще в советское время это издавал. Ну, не в советское, а в 90-е годы. Ну и есть еще знаменитая книжка Керама. Керам, так вот, как имя и фамилия Керам, боги, гробницы и еще как-то называлось. Как раз вот при... Это советский автор? Или... Нет, это зарубежный автор. Вот про пирамиды. У нас же обычно все археологи, это пирамиды. Все вспоминают почему-то Тутанхамона, там еще что-нибудь. Причем обратите внимание, что все известные герои археологи, Индиана Джонс, Лара Крофт, обратите внимание, что они все одиночки, да? Вот он один. А археология — это наука коллективная. Коллективная, да. То есть я не могу, какой бы я ни был замечательный, гениальный, в одиночку все исследовать. Это всегда работа коллектива. Конечно. И поэтому, когда вы читаете какую-то книгу, посвященную древней истории археологии, вы всегда должны понимать, что да, есть автор, это, как правило, руководитель там, экспедиции, но за ним стоит целые команда, там легионы, бригады людей, которые делают свою работу. То есть, вот, подведу такой мини-итог, в археологии делает не Индиана Джонс и Лара Крофт какие-то открытия, а все-таки большая команда людей, которые вкладывают. Да, это коллектив. Отлично. А что вы можете посоветовать нашим юным ученым и, может быть, начинающим археологам, которые, как и вы, и я в свое время стоят на распутье и думают, в какую сторону пойти? Может быть, у них не только литература и археология выбор, а какой-то еще выбор, и вот какой-то, может быть, совет ваш сегодня до них дойдет. Но сегодня есть интернет, который, в общем, позволяет достаточно много информации получить. Поэтому, если вас интересует это направление, листайте интернет, смотрите, какие учреждения этим занимаются, ищите электронные адреса, телефоны, пишите, звоните. Как правило, все археологи люди отзывчивые, и если у вас действительно есть этот интерес, они мимо не пройдут. Так же, как мы не проходим мимо тех ребят, которые действительно этим увлечены. Но самое главное качество археолога это, конечно, терпение. Терпение, я так и знал. Терпение и усидчивость. Терпение и внимание. Вот я сам человек неусидчивый и нетерпеливый, но моя профессия меня всегда осаживает, потому что... Ну, с наскоку там не взять, я так понимаю. Там надо... терпеливо. Вот те, кто берут с наскоку, у нас потом и появляются эти сенсации, там могила Тутанхамона, там и прочее, вот эти все легенды, и поэтому нет. Только терпение, только внимание, и на самом деле великие археологические открытия делаются по большей степени не в экспедиции, а в кабинете, в камералке. Да. То есть мы там что-то нашли, казалось бы, вещь какая-то обычная, потом мы это все проанализировали, поняли, что оказывается. Вот. Поэтому без внимательности, без усидчивости, без терпения в этой профессии быть невозможно. Еще напоследок скажу фраза, которую я где-то услышал. Археологом можно стать случайно, но нельзя случайно им остаться. Жизнь, судьба всегда будет давать тебе выбор между этой профессией и чем-то другим. Если ты выбираешь ее, значит, действительно, в глубине души ты археолог, которому это важно. Замечательные слова. Я думаю, на этом мы можем закончить наш подкаст. Большое спасибо Николаю. Николай, спасибо вам. Смотрите подкасты «Творческие люди». Мы говорим о культуре, мы говорим о литературе и, конечно же, истории. Творческие люди. Якутяне о культуре.